Серега, я сегодня клип Чайка-Чайка смотрел. Ел картофель фри, и там, помнишь, был мужик с зелеными усами? Я понял, кого пригласить. Кого? Кешу Хопса. Сегодня в выпуске интересные новости. Приглашенный гость Кеша Хопс. Специальная рубрика с Сергеем Скрябиным. Всем привет, с вами Еря, и это третий выпуск шоу «Как у Урганта». Давайте поехали сразу к новостям. Первая новость на сегодня. Наши ребята из республики подарили чорон самому Арнольду Шварценеггеру на конкурсе «Арнольд Классик Австралия». Он был несказанно рад, наверное, в душе, потому что на видео не видно ни улыбки, ничего. Он посмотрел на камеру вроде как, и все, так вот он получил чорон, забрали его агенты, и он резко пошел дальше по делам своим. What is you I saw? Так называется клип великобританца, который снял клип у нас в Якутии. Вышел он совсем недавно, кажется, набирает просмотры, сейчас около 40 тысяч просмотров. Можете зайти, посмотреть. Какой-то постапокалипсис там происходит, только туман и люди одинокие, ходящие по улице. Больше ничего там практически и нету. И он поет прекрасную песню. Стрельба, разведение костра, эстафета. В Нюрбинском районе 17 марта у нас в республике отмечается День охотника, Баяная, между прочим. И ребята в честь этого сделали соревнования. И вот, переходя от Баяная, в скором времени у нас пройдут соревнования по оленеводству. И будут они называться Arctic Skills. В конкурсе помимо нас примут участие ребята из Красноярского края, а еще из самой Норвегии придут. Значит, оленьи воды не только у нас водятся, но еще и там, за бугорьем. Жители Якутии 24 марта призывали отключать свет на 1 час ради часа Земли. Это у нас затеяли Министерство охраны природы. Странно, что не Энергосбыт. На улице весна, вот я шапку снял, мерзну на самом деле. Ну что, не заводится, да, машина? Смотри, где ты остановился! Лучший автосервис. 202 микрорайон, 11/4 и Тимирязева 25. Авторемзона. Автосервис для тебя. Давайте перейдем к следующей нашей рубрике. Что там у нас было? Пойду посмотрю. Популярный ныне вайнер Кеша Хопс у нас в гостях сегодня на интервью. Здорово, Кеш. Здорово. Как твои дела сейчас? Нормально. Перейдем сразу к вопросам, наверное. Чем в данный момент ты занимаешься? Ничем. Ничем вообще? Ну, вайны снимаю. Вот, это тоже работа, я все-таки думаю. Да? Ну, там. КВН играю иногда. И все вроде бы. И все. Ну, однако, насыщенная жизнь у тебя. Давай сразу перейдем к вопросу следующему. Не надоел ли тебе твой герой, который вот часто появляется в вайнах? Как ты его сам можешь назвать? Мамбет, что ли? Да. Да, надоел, конечно. Надоел, да? Сразу надоел вообще. Вообще Прям в первый день уже надоел. Ну, не знаю, не достают ли тебя люди на улицах вот этим всем? Может, как-то в образ вообще думают, что люди, что ты по-настоящему такой? Такого не было, надеюсь? Ну да, думают вроде бы. Ну, ты должен доказать, наверное, все-таки людям, что это не так. Как это все появилось? Вот откуда это вот этот образ появился сам? Да, вроде бы не откуда, а изнутри, понимаешь? Изнутри прям появился. Ну, как идея была как-то показать вот так вот в вайне каком-нибудь? Первый раз, когда он появился? Первый раз. В вайне. Какой год был? Я не помню. Давно это было? Давно вроде бы. Ну где этот, я же, какой-то вайн был вроде. Ты же дерибас. Кто там, и там жестко матерился, короче. И насколько ты думаешь сейчас популярен вообще в городе? Узнают тебя на улицах? Ну, да, узнают, но не как Щукина Виталия там, как Боба Тимофеева.
Я не знаю. Ты так печально это говоришь. Но, не знаю, бывает так, что, вот, допустим, куда-нибудь приходишь и говорят: о, это же Кеша Хопс, давай я тебе проставлюсь, братан. Такого не было никогда? Может, было? Было. Было? Было. Ну, значит, все-таки популярен хоть где-то, хоть никак. Вот меня на улице вообще не узнают, вот честно, я тебе говорю. Вот, иду такой, вот я, Саша Павлов, подхожу к людям, да, они такие: ты кто такой вообще, пошел отсюда? Ну, неважно. Так, смотри. А тебя Саша зовут, да? Да, меня Саша зовут. Вот. Ваш ребенок, сын, а может быть сестра или брат закончили садик, начальную школу или вообще 11 класс? Тогда вам сюда! Эксклюзивные выпускные альбомы от студии «Дизайн Кухня» для старшеклассников, для детсадовцев. Таких альбомов больше нет нигде в России. Твердая обложка, редкие внутренние развороты. Тверказия, первый этаж. Телефон 914 275 54 61. Много ли ты зарабатываешь вообще? Вот такой вот вопрос сразу. Бум, на засыпку. Не, когда как. Когда как? Бывает вообще бабок нету, бывает вообще так, нормально есть. Огромное количество людей сидят. Может, кто-нибудь интересуется чем-нибудь? Хотели бы спросить Не у... хочет ли он на нового персонажа показать, что он сценарийщик по новому образу? Да, хочу, конечно. И будет. Новый Да. образ появится скоро. Да, появится. Мы уже снимали, снимаем. И вот скоро будет, короче. А это как с этим было, с Шуриком. Он тоже ненавидел свою комедийную роль. Его не брали никогда на серьезные роли, потому что... Что за Шурик? Шурик, ну, операция «И» там... А, это ты про этого Шурика? Да, вот про этого Шурика. Он же ненавидел свою роль комедийную, потому что его на серьезные роли никогда не брали. Угу. Ты задумываешься стать актером, как ты думаешь? Может ли у тебя туда как-нибудь пойти душа? Может, наверное. Может? Не знаю, но посмотрим. Ну а теперь специальная рубрика с Сергеем Скрябиным «Бир на бир». Всем привет, с вами Саша, и это Бир на бир батл. Урой! Приходите, пожалуйста. И спонсор этого батла у нас Баскин Роббинс. Фисташковая просто нереально вкусно. МС слева, представься. ДКС, поселок Депутатский. МС справа, представься. Кеша Топор, город Якутск. По итогам жеребьевки начинает МС справа. Поехали. Кроссовки, ботинки, летние сланцы. Уги, сапожки, вонючие тапки. Туфли, бахилы, берцы, боксерки. Мокасины, калоши и кенги. Что, не знаете, что ли, что такое? Это сапоги из оленей шкуры. В мире было много вариантов, как назвать свою группу, но ты выбрал «Унты». Я подозревал, что ты такой глупенький, но не настолько же быть тупым. То кто, твое лицо не подходит к рэпу. С таким лицом тебе просто надо торговать хлебом. Кстати, о хлебе. Если кто не понял, это есть такая группа. Они тоже делают камеди-рэп, но по сравнению с ними этот придурок не может даже намазать масло на хлеб. Мои вайны заходят по всей республике. Твои же клипы обитают на дне. Раунд. МС слева, ответочка. На работе работал, забыл текст выучить. Да? Окей. Среди вайнеров Якутии по-прежнему никто. Один толстый, другой тонкий, а это вообще кто? Видел твои вайны, где косил под рэперков, подозревая, кто админ паблика Мамбет. Оф, эй, было время когда-то, когда были вайны по 6 секунд. Эй, чукуруха, потише, фанатки из Вегаса там тебя ждут. Я понимаю, Мамбет, это лишь образцы, ничего больше, но мне сообщили, что ты распевал девятку в подъезде этой ночью. Распевал девятку в подъезде ночью.
Распевал девятку в подъезде ночью. Распевал девятку в подъезде ночью. Снаружи не мамбет, но в душе мамбетик. Точно, раунд. Серега что-то умеет, походу, ага. Ну что, МС справа? Есть ко второму раунду что-нибудь Да, для есть. противника? Прошу. Урой, Аял! Есть у нас? Урой! Аял! Урой! Аял! Каждый твой клип занимает много работы. Ну там, например, даже стать твоему толстому оператору с кресла. Каждый твой клип занимает много работы. Запись на студии и написание текста. Рифма, подача. Ты же ждешь много просмотров и ответной волны. А я вот сейчас достаю телефон и назову этот видос «Вайнер рекламирует унты». Раунд. Ну что, Серега, есть что ответить? Конечно, на такие вот панч? Сейчас. Мамбет ты синий, ты танцуешь под минимал. Да-да-да, ты из Вегаса, но таких, как ты, дофига. Мамбет ты синий, танцует под минимал. Да-да-да, ты красивый. Серега, все, хватит. Вот ко второму-то раунду надо было подготовиться. Опять он не выучил текст, все, хватит на этом. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, кто должен прийти следующим. Пожалейте, пишите хэштег «Серега, не грусти». Ну и так далее. Подпишитесь на мой канал, обязательно смотрите там дурацкий видосик. Ну и на этом, скорее всего, все, дорогие друзья. Гуана всем! Надо было учить текст. За телефон, наверное, проиграл. Да вообще, Саня, он мне ресторатор же, нифига. А я почти как